Времени, ребят, 4 часа, ну почти 20 минут. Растопил печку. Прохладно стало в избе. На улице минус 3 градуса, как я вижу. И немножко, чуть-чуть, ну не плотно, я дверь закрыл. Да и сам по себе где-то тепло выходит. Здесь вот такие щелинки, на кругом не плотно закрыты щели. Выспался капитально. Где-то вчера в 7 часов лег. И сразу заснул. Даже поел гречку, чай попил. Дай, думаю, радио послушаю. На радио не слышно, просто жужжит. И так успокоило меня. Я лег, и меня вырубало, вырубать. И меня вырубать начало. Я, короче, все выключил, свет выключил, радио выключил и лег. И вот сейчас вот, дай, думаю, встану и печку затоплю. Ну, где-то до рассвета еще час времени. За это время у меня закипит чайник. Я позавтракаю, может, куда сходим, посмотрим. Сегодня вот это 7 октября. Ай. Тишина, полнейший штиль, куда-то убежали мои бездельники. Я отпустил их. Уже в тайгу ушли. А вон они. Сейчас пойдем. Да. Не втерпешь уже, ребят. Не втерпешь. Сейчас пока вот в 4:30 я вставал, минус 3 было. Сейчас вот за час прошедшее времени на 2 градуса потеплело, минус 1 сейчас. Я уже собираю рюкзак. Сейчас будем... О, туман. Смотри, туман там. Интересный туман такой. Там еще тумана ничего такого не наблюдаю вон. А здесь вот над баней, прям над баней вот как появилось. Значит, на вырубках сейчас полный туман такой. Вот прям вот на глазах вот туман там идет. Сейчас на землю сейчас начинает идти. И верхушки деревьев начали прятаться в туман вот. Интересно так наблюдать вот за всем этим. Там ничего нету с северной стороны, а здесь вот западной, юго-западной стороны вообще. Ай да! Сейчас пойдем. Потерпите еще немножко. Я сейчас соберусь и пойдем. Где оно тебе? Ну уйди. Вон он, ребят. Маш! Постой! Вон он, доказательство того, что все живое тут умирает. Фу, нельзя! Тулан откуда-то притащил. Уйди! Фу! Вон. Белка. И не раз такое встречаю я. Очень много раз встречаю. Дохлые белки, дохлые рябчики. Все живое погибает. Ну, потом выводы делайте сами. Я показываю то реальность, что есть. Это еще шкура вообще красная. Это ну, без опарыша, без ничего. Вот только что, видать,
где-то неделю, может, прошло, потому что все время еще заморозки были. Да, без опарышей еще вон. Поверьте мне, все живое погибает в наших лесах. От чего не знаю, не могу сказать. Вот даже в избушке мышей сейчас нету. Поймите меня, я говорю и показываю реальность. Айда. Но. Радостные. Заебись. Хуйня стабара, блядь. Ну, ле. Тут такое дело, ребят. У меня небольшое. Знаете, что произошло? Затвор не выходит. Карабин новый, но глюки вот тут. Здесь вот торчит такой небольшой вот, как сказать, ну, чтобы этот оптический прицел дальше не уходил. Короче, там торчит такая, как я не могу ответить, вот там, как же он, ну, ограничитель, так скажем. Ну вот, и у него эта болезнь туда заходит немножко, какие-то сотых миллиметра, и все, затвор заклинивает. Дальше не уходит. И не могу я вынуть. Просто я сейчас потеряю. Я, наверное, лучше карабин оставлю, а пойду с оружием север. Такая фигня, короче, в этом. Не знаю, у кого-то еще такие глюки есть, или были, или нет. Но вечером буду разбираться. Это надо как-то вынуть затвор и с внутренней стороны как-то выбить вот эту фигню. Вон там он. И все нормально. Вот, блин, вот тогда не задача такая. Такая не задача. Что-то начало не очень. Блин. Дома все нормально было. Вот так вот каких-то мили-мили и все. Ой, блин. Так, ладно, пускай, что потом поделаешь. Что должно быть, должно случиться. Случается, вот время теряем уже, блин, 6:30. Так. 6:30 уже. Это другой оптический прицел. Еще пули возьму на всякий пожарный. А дробовые патроны даже, думаю, не стоит брать. Какой толк от них, если мелкашка есть у нас. Пули возьму. Собака никак понять не могу, что случилось, что не идем. Айда. Сейчас пойдем наконец-то уже. Вот оружие север. Безотказное оружие. Сколько лет уже я пользуюсь этим. Ни разу не подводила, ни разу. Карабин лось сам по себе хорошее оружие тоже, но видите, что может быть.
Ну вот, мелкашка и, скажем, еще пулю ставлю. Это ради безопасности. Безопасность самое главное. Вот такое старенькое оружие, но рабочее. Да, все, успокойся. Ну что сказать, ребята. Вот такое начало. Начало не очень. У меня с карабином проблема. И проблема, скажу вам, не знаю, смогу ли я вылечить эту проблему. Потому что к этому, к этой штучке, вот, которая торчит, мне не подобраться сверху, только если пассатижами как-то вынуть, но он жестко там стоит. Туда-сюда он ходит. Я один раз уже вбивал с внутренней стороны, но не знаю. Очень даже не знаю. Ну что, сегодня будем мы бродить по сосновому лесу, по вырубкам, по старым дорогам. Первый выход в тайгу с собаками у меня. Посмотрим, что увидим, что удастся подстрелить. Так что в путь, сходим. Уже лает там, слышу. Буквально здесь рядом был. И за каких-то, пока я включал камеру, он уже туда побежал. Тулан. Это походу заяц тут был или что, он так ломанулся туда. Вот здесь рядом где-то был. Отошли от избы только 30 метров буквально. И Айда туда побежала. Не знаю кто. Вроде не похоже на звук крыльев, я ничего не слышал. Просто вот грохот, побежала собака и все. Он-то уже как далеко. Все еще гонит. Еле-еле слышно уже. Айда вернулась. Вот она. А Тулан, не знаю, вот у него один минус. Всегда кого-то гонит, или лося, или, скажем, оленя там бывало. И в данный момент это заяц, наверное, был. И он возвращается всегда по своему следу. А не именно, вот, скажем, от меня ушел. И где-то кружил, но все равно он уже по своему следу возвращается. Не выходит на мой след и догоняет. Посмотрим на этот раз, как... Это было в прошлом году. И несколько раз так. Я терял его. Потом он возвращался. Сейчас тоже хрен его знает, куда он побежал. Айда дистанцию держит. Она всегда от меня на 30 метров, 50. Жду Тулана. Айда. И по пути еще вот свищу тут. Какие-то звери тоже ходили. Ну да, это уж точно медведи. Здесь лоси прошли. Вон как протоптали тут. Самые места, где вот рябчик водится. Каждый раз тут по несколько штук. Полный штиль. А, вон Тулан идет. Отлично, вообще отлично, ребят. Тулан бежит. Тула, молодец. Молодец, ребенок мой. Молодец, Тулан. Ну, хвала любит, что? Ну, молодец, молодец. Самое главное, нашел меня. Это хорошо. Это у него, потому что все время он по своей
по своему следу возвращается. Может, до избы, до лодки возвращается. Нашел нас. Очень далеко бегал. В этом году тут сухо. Обычно тут непроходимо. Воды по колено. Вот старые ловушки на глухаря ставили раньше. Ну, как-то показывал я все это дело. Но даже не помню уже, когда я снимал. Вообще. Ну, не поднимается, уже заросло в землю. А вон он. Ну, примерно так оставляешь. А в середине петля. Землю туда ложишь. Глухарь подходит. Клюет эти камушки и в петлю попадает. Потом срабатывает эта ловушка и так поднимает. И глухарь так висит. Это уже все. Пройденный этап, ребят. Собаки. Раньше, ну, потихоньку, постепенно капканы начали, как сказать, перестали пользоваться капканами. А сейчас уже в наших краях охотники уже начинают переставать охотиться на такие вот ловушки. Потому что бесполезное занятие. Знаете, сколько труда надо вкладывать вот все это. Надо делать ловушки, там, следить, зачесы, тропинку прочищать. Ради чего? Ради этой пустоты. Трата времени только. Все. Это занятие уже пройденный этап. Раньше все это было, работало. Каждый год мы ловили птиц, пушнину. Тайга от этого из поколения в поколение там передавали вот промысловые участки. И тайга кормила людей. А сейчас даже ягод нету, ничего нету. Вон. Здесь обычно брусники навалом. Всегда все было. А сейчас нету ничего. Смотрите, какой туман сейчас. На вырубках, наверное, еще плотнее туман. Потому что я в сторону вырубок иду. Здесь тоже мои старые тропинки. Ну, все реже и реже по этой тропе хожу. Но в этом году там сухо. И поэтому решил там пройтись по этой дороге, где уже, ну, давно не ходил. Сколько лет не могу ответить, не могу сказать, но лет 5-7, наверное, точно не ходил. Ну, пройдусь там. Поспоминаю там, где какой лес. Ну, там уже все вырубили, конечно. Досконально там все. Поэтому интерес у меня в ту сторону ходить нету. Но там частенько встречал косачей. Вот. Ради этого иду. Может, кого еще с этим, кто его знает. Вот такие дела. Все гниет, вот эти ловушки, все. Пройденный этап. Вон он. Ничего не осталось уже. Тут, ну, у геологов трасса такая. Здесь, конечно, хорошая трасса, но там севернее, там вообще заросло уже, там ручьи. Ну, не видно уже трассы там. Не поймешь, где трасса, где что проходило. Но мы вот здесь пойдем. Срежем так. В прошлом году вот здесь тулан оленей погнал. Вот здесь где-то дело было. Ну, кто в прошлом году смотрел сериал осенний, все видели. Тулан потом вернулся в избу.
нас так и не догнал. Фух, вспотел, блин. Что-то быстро иду, что ли. Вышел на просеку. Уже по просеке иду. О, смотрите, какой туманище. Вот. Ни косачей. Обычно такое утро, так косачи курлычат. Что же случилось с тайгой-то? Считай, иду по целине вообще. Никто тут не ходит, кроме нас, народу. Олень прошел. Вон они, следы. Перед выездом я смотрел фильм «Трое в лодке», канал. Там, короче, перед тем, как они вышли в тайгу, тесть, наверное, у них, у Игоря, может, или у Артема, говорит, прошел 200 километров. Ну, не один день, а несколько дней. 200 километров он уже намотал. Пеший поход по тайге. Вон следы. И говорит, ни одной птицы не видел. Ничего нету. Я им верю. Потому что я это своими глазами тоже вижу. Пока. Это первый день у нас. И все впереди еще будем ходить. Пока не надоест. Будем надеяться, искать. Обычно я всегда здесь чай пью. Но сейчас пока останавливаться не стану. Где-то 500 метров осталось. Там глухаринный ток. Весной, когда последний поход на лыжах был, ну в конце февраля это получается, там следы были, отметки, да и несколько лет уже там, я знаю. Туман пока не рассеивается, выглядывает солнце, начинается вырубка. Это уже окраина вырубки. И сейчас я пойду от просеки направо, потому что следующий маршрут, может быть, будет по этой просеке и налево кружок такой дам. А сейчас все время право так буду идти. Собаки куда-то пропадали долго. Ходили, бродили, сейчас отвернулись. Ну, пока пустота, но пойдем дальше. Сейчас будем ходить по дорогам. Старые дороги. Интересно так, в принципе, бродить. Много чего я здесь бывало стрелял, и глухарей, и косачей. Медведя в этом углу видел один раз. Я оттуда только вот шел. Здесь он был. Очень тоже большой. Разные моменты тут в этом углу были. Даже на вырубках ягод нету. Тут перелопатил кто-то. Но явно не медведь. Это на гону, может, лось или олени тут.
там чуть позади там следы оленя я видел, тоже свежие. Вот тоже несколько штук. Ну, это олени бродят. Я по дороге уже иду по Лесопунтовским. Здесь сырое место, блин. Такая с болота вот тут ручей потекает. Идти тяжеловато, конечно. Тут перекресток. Ну, развилка, в общем. Обычно я здесь прихожу и налево круг делаю. А сегодня вот направо. Все время право буду держаться. Вот здесь будет право пошел. Потом опять развилка будет. Снова право, вправо. И все время право. Такой кружок. Километров 10 минимум тут круг будет. Вот он, медвежий след. Вон. Не такой крупный, вот когти. И с моего ладони вот. Небольшой. Случайно заметил. Уплотнился вот так. Дальше и нету. Ну, вон. Тяжело здесь что-либо найти. Здесь уже копытные прошли. Этот шток еще тут стоит. Металлолом еще не утащили. Тяжелый. Я смотрю, вот металлокоп, который копает металл, находит вот такие большие там. И когда смотришь по телевизору, скажем, по компьютеру, ну, люди зарабатывают. Металл, много тонн нашли. Но вот я сейчас это двинул немножко. Мне так тяжело показалось. И считать, сколько труда надо, чтобы вот эти 10 тонн, скажем, загрузить, перевезти, перевозить еще. Кругом вот здесь тоже вот и копытные, и медвежьи, все. Что, думаю, тут копаются у меня собаки. Тут-то гон был. Перепахали тут, смотри. Надеюсь, видно. Здесь бой такой был серьезный. Да, здесь у лосей, наверное, гон был такой. Ямы, 2 ямы. Тут лежанка вот. Здесь видно, лежали тут. Вон там лёжка была. Сосну сломали. Что, думаю, не ухтят? Я и внимания не обратил. Иду. Вот такие ямы это у лося. Здесь, наверное, в сентябре они бодались. Вот примерно вот по такому местам буду сегодня бродить. Еще одна тонна здесь. Старые лесопунтовские вырубки. Трасса. И в таких местах обычно водятся косачи, глухари. Скажем, ягод нету, но они уже и иголкой кормятся. Но пока себя собаки тоже тихо ведут. В принципе, бегают туда-сюда, ищут, но не за что зацепиться. Видно, что нету их. Если обитает, птица ходит по земле, все равно айда начинает активно работает. И по собаке я уже могу сказать, что кто-то был здесь. Местами сыро, местами сухо. Так
такой вот. Ну, давно я тут не был. Айда, а? Скучно тебе сегодня, да? Нету никого. Ну ищи. Тулан впереди где-то бежит.